И вот, в общем, именно поэтому решил начать сегодня с российских событий. Тем более, это те события, к которым приковано внимание мира, и за которыми пристально следят мои коллеги за рубежом. Вот, например, телеканал CNBC сообщил о том, что хваленные путинские ракеты не летают. То есть вот к знаменитым тем самым российским царю пушки, который не стреляет, царю колоколу, который не звонит, и царю тряпки, который у них сидит, который, похоже, уже вообще ничего не соображает, прибавились еще и царь ракеты, которые никуда не летят, ничего не поражают и ни на что не способны. А ведь это те самые ракеты, про которые в начале года Путин рассказывал и представлял их Федеральному собранию Российской Федерации. Прошу прощения за тавтологию, но это действительно так называется. Так вот, Путин их показывал и тогда объяснял, что это какая-то супер ракета с непредсказуемой траекторией полета, и плюс ко всему еще и с атомным двигателем, благодаря которому фактически бесконечно, ну или, по крайней мере, очень долго эта ракета может болтаться где-то в воздухе, прежде чем будет нанесен уже последний удар по цели. Вот тогда он эту ракету представлял, хвалился, причем выглядел при этом как опереточный злодей такой настоящий. Говорил о том, что вот вы нас раньше не слышали, а теперь услышите, это он Западу говорил. И вот эта вот ракета, называется она «Авангард». По задумке, как это было показано в этом самом мультике, который Путин демонстрировал, она должна выходить за пределы земной атмосферы, а потом, пролетев в космосе, проболтавшись там, как я уже сказал, чуть ли не бесконечно долго, возвращаться в пределы земной атмосферы и наносить удар вот этой вот разделяющейся боеголовкой. И вот на кадрах был почему-то выбран штат Флорида, американский штат, как мишень для нанесения удара. Потом, кстати, Путин оправдывался перед журналистами иностранными, врал, что это не штат Флорида, что это какая-то другая географическая точка. Хотя, в общем, понятно, даже вот на этом кусочке видно, понятно, что это, собственно, Флорида и есть. Так вот, телеканал CNBC, американский, один из крупнейших каналов, связался с людьми в американской же разведке, которые очень пристально следят за ходом испытаний вот этой вот самой ракеты «Авангард». И эти источники из американской разведки сообщили телеканалу CNBC, что ракета-то никуда не годится. Вот я начал с того, что ракета, которая не летает, еще одна царь приблуда, который теперь есть на вооружении у Российской Федерации. Так вот, по данным этих самых источников в разведке, 4 как минимум провальных было испытания этого самого «Авангарда». Ракета не переключается, например, с реактивной тяги на вот тот самый атомный двигатель, благодаря которому может там какое-то очень долгое время находиться как в атмосфере, так и в безвоздушном пространстве. Есть у нее проблемы со стартом, но самое главное, вот самое печальное для россиян состоит в том, что ракета, даже если она сможет выйти в безвоздушное пространство, назад вернуться уже не может. Ну, вернее, может, но только в виде обгоревших обломков. Дело в том, что нету сейчас в распоряжении у российских производителей какого-то специального вот этого вот состава, из которого можно было бы сделать оболочку для ракеты, и который бы выдержал повторный вход в атмосферу. То есть вот это вот перегрузка, которую испытывает корпус ракеты на выходе из атмосферы, еще выдерживает, а вот на входе нет, уже разваливается, уже превращается просто в груду обгоревших обломков. И по большому-то счету такого рода композитный сложный материал можно было бы приобрести где-то на внешних рынках, для того, чтобы вот потом обернуть им, если так можно выразиться, ракету. Но из-за санкций к такого рода сложным материалам сейчас России доступ закрыт. Собственно, Путин там грозил Западу этими самыми ракетами, но без Запада, как выясняется, эту ракету он сделать не может. И вот он сначала пригрозил, а потом они начали искать, у кого бы купить. То есть он сначала пугает, а потом ищет, где бы у кого купить. Но никто не продает, потому что понимают, в чьи руки попадет вот этот самый сложный композитный материал и против кого это может быть использовано. Поэтому сейчас по
данным западных, прежде всего американских СМИ, поставлена задача перед российской оборонкой создать этот композитный материал, который выдерживает чудовищные перегрузки, большущие температуры, которые возникают при входе тела в атмосферу земную. Но мы вот знаем, как, например, обстоят дела с импортозамещением в других отраслях. Мы все там видели, и Аркадий Бабченко в своем прайме показывал, по-моему, не раз, не два и даже не 10, как Россия замещается очень удачно в кавычках, и какой пармезан прекрасный получается, и какие восхитительные автомобили получаются, и какой там сухой суперджет, который разваливается даже тогда, когда он просто стоит на взлетно-посадочной полосе, тоже выходит. То есть мы прекрасно понимаем, какого рода ракеты, какого рода композитные материалы для них будут созданы в режиме импортозамещения, который вот сейчас вовсю включен в Российской Федерации. Но вот отступать никто не собирается. До 2020 года этот самый злосчастный «Авангард» должен полететь. Такую установку получили российские оборонщики. Ну, соответственно, поэтому, наверное, он полетит, но, скорее всего, полетит так, как это показано в мультиках. Повторюсь еще раз, да, 4, по крайней мере, 4 пуска ракеты, и все 4 неудачные. А столько щек было раздуто, а столько, значит, всяких угроз было произнесено. Ради чего? Ради того, чтобы вот этот вот криво нарисованный мультик показать, привлечь внимание западных разведок и стать посмешищем в очередной раз для всего мира. Но если такова цель была, тогда поздравляю, Владимир Владимирович, вы своего добились, вы в очередной раз выставили себя не просто идиотом, а идиотом, который еще и ни на что не способен. Что ж,